Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний выпуск «Арены событий» будет состоять из двух частей. В первой вы увидите обещанную мною неделю назад заключительную часть беседы с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Речь пойдет о создании Национальной гвардии и о внесенном 7 апреля в Государственную Думу Российской Федерации законопроекте о противодействии терроризму и экстремизму, который многие журналисты рассматривают с точки зрения ужесточения ответственности по тем или иным статьям. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данные поправки обеспечат дополнительные меры по защите гражданина и общества от терроризма, а также будут способствовать упреждению указанных преступлений. Каким образом? Когда мы готовили законопроект, мы консультировались в данном случае и с юристами, правовым управлением Государственной Думы, Совета Федерации, с Национальным антитеррористическим комитетом, с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, которая прежде всего будет применять. Наша главная задача была дальнейшая разработка системы мер, направленная именно, закон-то как называется, и один из авторов, кстати, закона, о противодействии, а не борьбе с терроризмом. Мы должны создать, чтобы человека оттолкнуло от желания участвовать. Ну, к примеру, говорят, вот вы снизили возраст с 16 до 14 лет, до 14 лет, это чуть ли не к сталинским временам возврат. Но сегодня мы, когда говорим, что с 14 лет, это ребенок уже в 14 лет достаточно понимает, о чем идет речь, родители. И если мы этим остановим хотя бы совершение одного террористического акта, то с моей точки зрения это будет правильно. Или мы говорим, иногда мне говорят, ну как, вот вы каких-то стукачей там, кто знает о террористическом акте, не сообщает, готовься. Я говорю, ну если в принципе не применять к вашей семье, к вашему дому, к вашим родственникам, то это может быть и стукачество. А если человек знал и не сообщил, и произошел террористический акт, погибла ваша семья, ваши родственники, наверное, отношение будет совсем другое. Ну и третий момент, не вдаваясь в более таких деталей, хотя бы о двух я еще скажу. Когда мы готовили этот законопроект, это не плод воображения Ирины Анатольевны и меня. И не на Охотном ряду, и не на Большой Дмитровке, где расположена Государственная Дума и Совет Федерации. В ноябре месяце наш комитет в полном составе выезжал в Республику Ингушетия, на Северный Кавказ, где мы проводили мониторинг правоприменительной практики закона о противодействии терроризму. И те идеи, которых я потом озвучил на совместном заседании депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в колонном зале Дома Союзов, это то, что высказали и не только руководитель, который тоже герой России является, Евкуров, не только парламент, это простые люди, то есть те, которые уже постоянно живут в преддверии возможности совершения, которые уже видели последствия террористических актов. Потом то, что обращались к нам органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе через Совет законодателей. И, допустим, вот сегодня есть в Республике Саха-Якутия региональный антитеррористический комитет. Он проводит заседания, но его решение носит факультативный характер, не обязательно. Когда мы писали, почему-то об этом не подумали. Для Национального антитеррористического комитета мы прописали, что если кто-то не выполняет, будет нести административную ответственность. А для территориальных пока не было субъектовых. Теперь это будет. Или вот мы с вами находимся, я забыл, сейчас спросим главу муниципального образования, что мы создали де-факто антитеррористические комиссии муниципальных образований. Ну а их статусе, их функции в законе вообще ничто не было прописано. Мы это сделали. Кстати, вот к этим законам, которые мы внесли, еще один закон я внес самостоятельно, тоже там прозвучало. Сегодня до судебного закрытия сайтов террористической и экстремистской направленности предоставлено право только прокурору генеральному и его заместителям. Сами они говорят, дайте возможность прокурору субъекта федерации тоже досудебного закрытия. Если он видит, что явно здесь призыв к совершению террористического акта, блокировать этот сайт. Разве это плохо? Поэтому я говорю, что здесь никакой, мы с вами обсуждали одну из передач, в которой я тоже заочно из Хабаровска принимал участие, и там говорят, что это какой-то там в преддверии выборов. Мне не надо никуда избираться. Я в прошлом году только подтвердил свои полномочия, у меня еще достаточно долго в работе в Совете Федерации. Это именно создать барьер. Ради этого мы с Ириной Анатольевной такие нормы внесли. Впереди большой фронт работы, но я надеюсь, что все-таки эти меры до
конца работы депутатов Государственной Думы этого созыва будут рассмотрены и приняты. Мне кажется, еще впоследствии должно быть дано более четкое определение экстремизма. Ведь сейчас очень расплывчатое определение у этого явления. Это просто, если открыть любой словарь, приверженность крайним взглядам, мерам, особенно в политике. Нет точности. Подскажите формулировку, я внесу. Хорошо, я постараюсь. Давайте, я обещаю. Скидка 15% на все модели аренд в салонах «Золотое время». Министерство культуры и духовного развития, основное учреждение «Арктика», приглашает вас на шоу-программу «Мой адрес Советский Союз». Вас ждут популярные песни советских времен в исполнении звезд якутской эстрады. Ждем вас 22 апреля в Государственном цирке. Билеты приобретайте в кассах цирка. В законопроектах устанавливаются дополнительные требования к операторам связи и к интернет-провайдерам. Хранить информацию в течение 3 лет, ну и так далее. У меня в руках Конституция Российской Федерации и статья 23. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Как это коррелируется с законопроектом? Конечно. И здесь ни одним шагом влево или вправо от нормы от Конституции мы не отходим, только по решению суда. То есть следователь должен обратиться в суд, и суд должен принять решение отдать информацию про Озерова за 3 года, там, его телефонные переговоры, там, что я там еще делаю или не делал, проверьте. Здесь же тоже не от того, что мы хотим загрузить. Вот сейчас, частенько, может, правильно наши граждане задают вопрос. Виктор Алексеевич, когда мы дойдем хоть одного заказчика? Мы же в лучшем случае работаем с исполнителями или вообще с ними не работаем, потому что они террористы-смертники. А кто стоит за это? Кто этого мальчишку, женщину толкнул на это преступление? Практика критерия истины. Почему мы стараемся не сидеть там, и заседать только в Москве, а ездим по России? Вот мы в прошлом году, только наш комитет, были в Ингушетии, были в Республике Тыва, смотрели там вопросы общественной безопасности. В Республике Крым смотрели вопросы военной, пограничной безопасности, интеграции оборонно-промышленного комплекса Крыма, военно-промышленный комплекс России. Кстати, в Республику Саха-Якутия в конце июня-июля месяца мы приедем и будем здесь обсуждать вопросы военной безопасности, военной пограничной безопасности России в Арктике. 5 апреля Владимир Путин объявил о создании новой самостоятельной силовой структуры Национальной гвардии, напрямую подчиняющейся президенту. Что для обозначенных целей в указе существующих силовых структур недостаточно? Мы говорим о том, чтобы переход количественных изменений в качественные. То есть вспомните внутренние войска. Раньше это даже не престижно служить было. Это конвойные войска, это охрана каких-то спецобъектов. Сегодня это воюющие войска, к сожалению. И это уже совсем другие качественные войска. Кроме того, терроризм, борьба с организованной преступностью заставила нас и в органах в Министерстве внутренних дел собственные силовые составляющие, СОБР, ОМОН. И нередко, когда при решении той или иной оперативной задачи привлекаются подразделения и внутренних войск, и подразделения управления внутренних дел. Нередко это разные командиры, разные начальники, эффективность применения снижается. Теперь созданием войск Национальной гвардии под единым руководством, по единому замыслу будут действовать все подразделения. 14 апреля во время проведения прямой линии президент России Владимир Путин объяснил создание Нацгвардии в первую очередь необходимостью, цитата, «поставить под особый контроль оборот оружия в стране». Конец цитаты. Не могу пройти мимо одной шутки. Знаменитый американский актер и режиссер Клинт Иствуд как-то раз высказал свою, очень похожую точку зрения на эту проблему. Цитата. «Я сторонник очень строгого контроля над оружием. Если поблизости имеется оружие, оно должно быть под моим контролем». Конец цитаты. Тогда же, 14 апреля, президент высказал убеждение, что, цитата, «партия «Единая Россия» является стабилизирующим элементом нашей политической системы». Конец цитаты.
Смотрите во второй части программы интервью с руководителем администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Юрием Куприяновым, участником предварительного голосования по выбору кандидата в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». В выходные на минувшей неделе он принял участие в теледебатах, состоявшихся в Мирном и Ленске. Кем среди, во всяком случае, мужской части участников дебатов вы себя почувствовали в большей степени? Такой тяжелой артиллерией или первым среди равных? Неделя, которая прошла, действительно, она получилась очень активной и очень длительной. У нас же 5 рабочих дней и 2 выходных, да, вот если так обсудить, но у нас получилось 7 рабочих дней. Но при этом вот некоторые говорят, почему участвуют в предварительном голосовании люди, которые работают в правительстве, в разных вещах, за счет бюджета республики. Я бы это хотел учесть, потому что такой вопрос поступал. Я действительно брал 2 дня отпуска для того, чтобы и в пятницу, и в понедельник я мог быть в Мирном, а в воскресенье в Ленске. Хотя эти выходные, но так по пути получалось, что в эти дни я действительно не должен был летать за счет государственного бюджета. Это очень важно. Дебаты получились насыщенными. Мне очень понравились. Я не чувствовал себя там главным или каким-то лицом, который стоит в других рангах. Мы работали общей командой. Очень получилось. И Лютый Валерий Алексеевич, и Александр Сусоев. И я в этой команде, мы все очень разные занимали электоральные поля. Во-первых, Саша представлял то поколение, которое будущее будет. За ним стоял молодежь, студенчество. Валерий Лютый представлял интересы афганцев, тех людей, которые сегодня живут непримиримостью с коррупцией, непримиримостью тем каким-то несправедливым помещением, которые происходят в взаимоотношениях власти и общества. Более того, он представляет Народный фронт. И я двигаюсь, а я представлял, наверное, какой-то обобщающий сектор, когда я отвечал за правительство, то, что делаем. Я отвечал за тот диалог, который сегодня есть между обществом и правительством, и за те вопросы, которые сегодня не получили разрешения, понятного разрешения. Во-первых, мы высказали все за то, что мы участвуем в этом праймеризе, предварительном голосовании. Почему? Каждый объяснил, что мы берем на себя ответственность. Мы не стоим в стороне. Это общее у всех, я объединил бы. Потом каждый подчеркнул роль лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина. В этом большая ведь задача и важно, чтобы понимать, что мы в одной живем стране, и мы поддерживаем Единую Россию, которая работает на то, чтобы сохранить единство в стране, чтобы мы были вместе. Я не чувствовал себя там старшим, я не чувствовал там главным. Это была действительно командная, одним духом людей, которые придут и поддержат нас на предварительном голосовании 22 мая, заинтересованный разговор заинтересованных сторон. Так бы я сказал. На мой взгляд, выборы – это всегда борьба повесток. Кстати говоря, и предварительное голосование, по-моему, это тоже борьба повесток. Какие-то основные тезисы из вашей повестки, может быть, вы приведете в пример? Я бы не согласился это не борьба повесток. Я недавно где-то высказывался, что это большой, наверное, приз зрительских симпатий. У нас повестка одна. Мы все выступаем за то, что действительно Единая Россия была концентристской партией, центральной партией, которая централизует все точки зрения большинства населения Российской Федерации. Это очень важно, это главное. Я бы хотел подчеркнуть. Мы не хотим, чтобы в Государственной Думе Российской Федерации ситуация сложилась такая же, как на Майдане Украине. Чтобы здесь был конфликт интересов политических партий, политических сил, конфликт интересов, который бы создал будораживание населения. Мы должны работать, чтобы и правительство, и Государственная Дума работали для населения, для каждого из нас, кто живет в Российской Федерации. А в нашем случае для каждого, кто живет в Якутии, в Республике Саха-Якутия. Мы должны защищать интересы своего населения. Мы должны жить теми чаяниями, которыми живет пенсионер, молодое поколение, студент, военный, учитель, врач. Я думаю, что в этом заслуга, наверное, партии «Единая Россия», которая как раз объединяет в своих рядах вот эти все слои населения. То, что дебаты проходили в Мирном и в Ленске, имело ли какое-то значение для вас? Очень. Очень важное значение. Мирный, вы знаете, столица нашей промышленности. Экономическая и в целом промышленная политика, которая строится в нашей республике, она основана на схеме развития производительных сил, комплексного развития до 2020 года. Она принята по прямому поручению Владимира Владимировича Путина и распоряжением, решением правительства Российской Федерации. В этом ее главная задача. И жители Мирного это знают и чувствуют, что у нас есть план развития, мы живем по этому плану. И он в комплексе находится в развитии Российской Федерации. Нам надо было это подчеркнуть. Важно, чтобы и жители это понимали. И разговор еще стоял о том, что какое место занимает акционерная компания «Алроса» в нашей жизни. И обозначало то действительно, как
Предыдущий вопрос звучал, что в вашей программе, в моей программе и в программе всех кандидатов, которые участвуют, это прежде всего защита интересов каждого жителя нашей республики. А акционерная компания – это наш живой интерес, это фундамент развития республики. Звучал вопрос о вахтовом методе, как в варварском насосе, который высасывает ресурсы, при этом ничего не дает местному населению, той территории, где живет. Сегодня Мирный, который раньше тоже осваивался вахтовым методом, говорил о том, чтобы привлекались местные кадры. Вопрос не стоял о том, чтобы это привлекали всех сельских районов, а именно жителей Мирнинского района, которые уже родились и живут тут. В Ленске звучал другой вопрос. Что такое коррупция? Это болезнь, с которой мы должны бороться. Это мы должны бороться все участники. Здесь нет виноватого, которого кто-то преследует. Здесь общество должно двигаться в разных направлениях, но они должны двигаться навстречу друг другу. Открытость власти прежде всего, ее понятность и активность общества, населения. И наш главный президент страны Владимир Путин, который главный судья в этом вопросе, должен показывать, что он действительно гарант Конституции, и его действия солидарны мнением большинства населения Российской Федерации. И я уверен, что будущее поколение россиян, якутян, они будут лишены этой болезни. Это как сложная раковая опухоль, которой общество должно само по себе заняться излечением. Мы должны двигаться в этом направлении. Главное, это движение мы уже озвучиваем. И сегодня все знают, что перед законом равны все, независимо от должности, которую кто занимает. И общество это понимает, что президент страны правильно поступает для того, чтобы ее озвучивали, не скрывали, чтобы органы власти действительно были открытыми. И главное, они понимали свою ответственность перед населением республики. И когда эти звучали все темы, общая тема дебатов, что в Мирном, что в Ленске, они были разные. И население выражало свою точку зрения в разных аспектах. И мы, кроме тех дебатов, которые ведутся в онлайн-режиме согласно регламенту участия в предварительном голосовании, более того, после каждой таких дебатов мы оставались еще часа 2-1,5 тратили на то, чтобы отвечать на вопросы населения, вступать в диалог. Каждый показывал свою позицию. Ведь для человека, который придет голосовать за нас, за нашу команду, важны, какими интересами руководствуется тот или иной кандидат. В Ленске я обещал ответить вопрос, потому что возник вопрос. Депутаты приезжают, уезжают, мы потом не можем найти. Где наш депутат, товарищ Ягнышев? Я обещал, что вот да, я скоро встречу его. Здесь я знаю, что он хороший, нормальный человек, он просто живет в Москве, но тем не менее он обязан, чтобы знали, где найти его приемную, где сидят его помощники, где с ним можно связаться. По тому же, какому вопросу, когда отвечает, депутат должен быть на месте, он должен быть осязаем, ощутим, его должны видеть. Это тоже наша кредо, любого депутата. Даже Государственная Дума, если считать высокой, Государственное собрание наше, Илтумен, районного уровня. Все депутаты должны знать, и депутаты должны знать своих избирателей. Мне понравилась фраза «Где наш депутат?». Поговорим более подробно о работе депутатского корпуса и отдельных его представителей в одной из следующих программ. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.